Делаем стяжку пола своими руками. Стяжку своими руками можно сделать на площади не более 20 квадратных метров. В домашних условиях принято делать стяжку по маякам, так как это один из наиболее простых и надежных способов получить качественное и ровное бетонное покрытие. Процесс создания стяжки начинается с установки маяков, установку которых нужно начинать от стены до входных дверей в комнату с шагом не более 2 метров. Когда мы делаем стяжку пола своими руками, нужно тщательно просчитывать предстоящий объем работы и грамотно планировать все свои действия, так как стяжка в одном помещении должна быть залита за один день. Нельзя растягивать процесс на несколько дней. Разделить работу на 2-3 дня можно лишь в тех помещениях или в тех комнатах, где пол будет иметь несколько уровней. Тогда один уровень можно залить за один день, а следующий уровень за второй день. Подготовка раствора. Сам раствор необходимо приготовить в соответствии с инструкцией на упаковке или же по собственной технологии, если планируется использовать не классический бетон. Важно помнить, что одну порцию приготовленного раствора нужно выработать за 1 час, поэтому планируйте правильно свои действия и разумно рассчитывайте свои возможности. Маяки можно удалить уже на 3-й день после завершения заливки, когда бетон уже приобрел первичную прочность. Оставшиеся щели маяков необходимо заделать раствором, идеально сравняв его с соседними плоскостями. Особенности высыхания. Залить ровную стяжку в комнате — это еще достаточно легкий процесс по сравнению с высыханием. По сравнению с процессом высыхания стяжки. На первых 7 дней всю поверхность необходимо плотно затянуть полиэтиленом, который сохранит влагу и не даст образоваться трещинам в процессе высыхания. Через неделю необходимо засыпать всю поверхность сделанной работы деревянной стружкой и поливать водой каждый день на протяжении 10 дней. Порции воды необходимо определять по состоянию стяжки в зависимости от температурных условий помещения. Чем выше температура, тем быстрее вода испаряется, тем большее количество воды необходимо дать стяжке, чтобы в ней не образовалась трещин. И только после всех этих процедур полностью убирается опилка и стяжка сохнет еще до 10 дней.